Приветствую всех, это я Сахая, и мы сегодня поговорим о роли и значении аудиокниги в жизни незрячего человека. Итак, до того, как появляются первые катушечные и кассетные носители, незрячие люди читали художественную и учебную литературу, напечатанную шрифтом Брайля, при котором информация добывается и чувствуется при помощи осязания. Это брайлевские книги. Они стали настоящим спасением для того, чтобы узнать многое на свете, расширить кругозор и просто скрасить свой досуг. Например, можно было узнать, чем же закончится приключение Алисы в стране чудес, и как же выживет Робинзон Крузо одиноким на острове, и так далее. Были также регулярные вещания по радио, на которых включались радиоспектакли разного жанра. Но спустя через некоторое время стали появляться и другие способы – на катушках, пластинках и кассетах. Последний способ особо получил популярность у незрячей аудитории. Такие магнитофоны воспроизводили аудиозаписи, записанные на четырехдорожечной кассете в определенном формате. Их называли «говорящие книги», своего рода прогресс в те времена. Далее любимцами становится Tiflo Flash Player, которые читали аудиокниги с SD-карт памяти. Замечена их высокая доля вместимости хранимой информации, и вместо груды кассет мы можем теперь экономить пространство с флешкой. Еще один плюс – автономная работа аккумулятора. Долой провода! Теперь не нужно было сидеть у розетки и ждать, пока закончится книга. А вот совсем недавно в наших карманах стали помещаться мировые библиотеки с десятками тысяч шедевров художественной литературы. Все помещается в смартфоне, и удобно, и всегда под рукой. Сейчас достаточно приложений, которые бесплатно или по подписке открывают нам доступ. Кроме приложений есть возможность слушать аудиокниги при помощи синтезаторов речи, в отличие от студийной записи диктора. Работа на компьютере и смартфоне очень даже продуктивная на сегодня. Одному было около 35, а другому около 45 лет. Первый был Борис Павлович Райский. Второй... Как я уже говорила, с аудиокнигой экономится пространство, повышается наша продуктивность и мобильность. Теперь можно книгу взять в дорогу и прослушать ее в общественном транспорте. До этого, увы, можно было довести до перевеса свою сумку или ручную кладь. Это же, конечно, шутка, но все-таки, что подчеркивает высокую объемность книг. Также во время чтения руки освобождаются, и можно выполнять как можно больше дел. Это могут быть полезные дела и ежедневные домашние хлопоты. На сегодняшний день, когда на рынке у нас представлено достаточно большое количество приложений для прослушивания аудиокниг, жизнь незрячего человека достаточно становится удобной, ведь мы можем взять аудиокниги в различные путешествия, можем делать несколько разных дел и просто наслаждаться любимыми книгами, где бы то ни было. Но также известны случаи, когда множество людей прослушивают книги в машинах, на отдыхе и в перерывах между работой. Также есть сведения о том, что люди читают книги на разных носителях и совмещают их. Допустим, они открывают книгу в бумажном варианте, а вечером слушают перед сном в наушниках. Друзья, на сегодняшний день выбор очень даже большой. Выбирайте книги по душе, выбирайте способ по душе. Будьте здоровы и всем пока!